Сегодня у нас на комитетском заседании присутствуют представители, партий, общественных организаций. Вчера мы наблюдали по телевидению Аслан Чучурбеевич встречу в преддверии создания консультативного совета политических сил. Конечно, эту информацию в парламенте большинство депутатов, во всяком случае те, с кем удалось пообщаться, с позитивом воспринимают. И мы надеемся и рассчитываем на то, что у нас, у всех внутри, без исключений, внутри будет здоровый диалог. Вот сегодня вы здесь партию представляете, ФНА, представитель партии Амцахара, общественные организации есть. Я думаю, сегодня тоже часть вопросов, которые связаны с политическим процессом, мы будем обсуждать в рамках, в том числе, изменения законодательства. Традиционно вопросы, касающиеся избирательной системы, всегда обсуждаем с представителем Центральной избирательной комиссии. Хотел поприветствовать Дмитрий Зурабович, а также у нас присутствует и член Центральной избирательной комиссии Аляс Бранзе, Умар Смут. Очень рад вас поприветствовать. Помимо этого, Аслан Чучурбеевич Барцис у нас присутствует. Очень рады вас видеть. Дмитрий Васильевич, Дауд Васильевич Кове. Рады всех сегодня здесь видеть. Сегодня, как вы знаете, коллеги, первая часть была посвящена избранию на должности судей. И сейчас вторая часть комитета нашего, она уже посвящена больше избирательному законодательству в основной своей части. И 9-м вопросом сегодня у нас значится вопрос о проекте 1403 Конституционного закона Республики Абхазия о поправках Конституции Республики Абхазия об увеличении возрастного ценза депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия и президента Республики Абхазия. Немножко экскурс в недавнюю историю сделаю, как вы все помните. Немногим более 2 месяцев назад, в первом чтении мы уже принимали этот проект. Дело в том, что когда вопросы касаются поправок Конституции, между рассмотрением 1, 2 и 3 чтения у нас обязательно необходимо, чтобы прошло не менее 2 месяцев, как вы все знаете. И в соответствии с законодательством сегодня как раз подошло время, когда мы можем ставить вопрос для подготовки его к принятию во 2 чтении. И первым вопросом мы будем обсуждать именно вопрос ценза возрастного. Уважаемые коллеги, как вы помните, в первом чтении, после того, как в первом чтении мы приняли, было много мнений, много дискуссий относительно того, готовить ли иные поправки к данному проекту. Много мнений прозвучало. Здесь сегодня я скажу вам заранее, переходя к обсуждению, что подготовлено за это время 3 пункта, то есть 3 поправки к проекту закона. Я озвучу изначально, наверное, потом потихоньку начнем их обсуждать. Одну из поправок подготовил Лашин Угзарович, уважаемый спикер. Речь шла, если вы помните, в проекте идет на данный момент в проекте о том, что президентом Республики Абхазия может быть избран гражданин Республики Абхазия не моложе 45 лет и обладающий избирательным правом. То есть та пока еще действующая норма, она предлагается к изменению для того, чтобы верхнюю часть, предельный срок для исполнения обязанностей президента, чтобы эту верхнюю часть, соответственно, убрать, и для того, чтобы уже сегодня у нас получается 35-65, а в дальнейшем, чтобы этого верхнего предела не было. Так было. Лашин Угзарович предложил, если по-простому говорить, сдвинуть с 35 на 40 лет и с 65 на 70. То есть по 5 лет, да. Вот такая вот позиция Лашина Угзаровича. Мы сейчас дальше пойдем уже, наверное, к более подробным объяснениям по этой теме. Также у нас есть еще 2 взаимоисключающие поправки. Это поправка Геннадия Вячеславовича, нашего коллеги Цулая. Если вы помните, в проекте было установлено, что депутатом может стать гражданин Республики Абхазия, достигший 33-летнего возраста. Геннадий Вячеславович предлагает эту норму убрать, то есть исключить. Соответственно, будет оставаться так, как есть на сегодняшний день, то есть 25 лет, ничего не меняется. Такая поправка. И поправка, которую предлагаю я также, которая говорит о том, что депутатом парламента Республики Абхазия может стать гражданин Республики Абхазия, достигший 30 лет. Вот это суть моих предложений. Я думаю, сейчас мы начнем, собственно, с первого предложения, Лашин Угзарович. Может быть, несколько слов? Первоначально проектом закона
предлагается значит, увеличить увеличить ценз для кандидатов в президенты на 45 лет, а верхнюю планку убрать вовсе. С чем, значит, я не совсем согласен. Согласен с тем, что человек, значит, претендующий на должность президента Абхазии, он должен быть уже, значит, в сознательном возрасте, обладать определенным опытом. В данном контексте там 40-45 не имеет принципиальной разницы для меня. Но мы здесь обсуждали до этого в рамках наших дискуссий в комитете и с депутатами, сказали, можно нарастить по 5 лет. Что касается верхнего ценза, я все-таки считаю, что законодатель и основатели, отцы-основатели нашего государства закладывали логику следующую, что президентом Абхазии должен быть человек, во-первых, физически здоровый, активный. Так или иначе, на президенте, при всем уважении к нашим старшим, большая нагрузка. И сегодня иногда сравнивать, почему ценз для президента верхний существует, а для депутатов парламента нет. Совершенно разная специфика работы, совершенно разная нагрузка. Депутат парламента взрослый, 70, 75, 80 лет. Это может быть умудренный опытом человек, который попал в парламент, и его присутствие нужно для стабилизации тех или иных процессов. Да, у нас были такие примеры в текущем созыве. Да, были встречи, которые, значит, проходили очень, могли мы яро обсуждать какие-то вопросы, но есть старшие, к которым мы апеллируем. Могу назвать Леонида Ивановича Лакербая в этом контексте. Поэтому, президент — это человек, который ежедневно должен принимать огромное количество решений, должен быть мобильным, должен передвигаться по стране, должен ездить за рубеж, в частности, и в Российскую Федерацию, постоянно на ногах, постоянно в делах. Это очень большая физическая и эмоциональная нагрузка. Поэтому я думаю, что оправдано, что мы сдвинем ценз, условно говоря, до 70, если кто-то изберется в 70 лет, то до 75 лет сможет работать. Вот такая логика, в общем, да. Я так понимаю, что коллеги, мы с администрацией президента отчасти этот вопрос обсуждали, свое мнение на этот счет выскажут. Что касается 35 лет, я не знаю, что закладывал законодатель, наверное, это рано для того, чтобы быть президентом целой страны и принимать самые ответственные и судьбоносные решения для страны. Вот такая логика. Во-первых, спасибо за приглашение. Во-вторых, я внимательно выслушал выступление Алаша Нугзаровича. Я считаю, что его аргументация, Кан Валерьевич то, что сказал, в целом это нормальная, здравая аргументация, где присутствует логика, где присутствует понимание момента и так далее и тому подобное. Поэтому в данном случае эта позиция нам близка. Понятно, спасибо. К сожалению, нужно пройти определенные процедуры. Мы их не успели, так как вчера были предупреждены о сегодняшнем нашем совещании, поэтому так консолидированно мнение Амцахара я здесь не уполномочен высказывать, но в целом логика действий и поправок парламента, она понятно, потому что в частных беседах с коллегами по партии мы это обсуждали, и в принципе, в целом мы поддерживаем такой ценз для кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Если коротко, то вот так. Кто за то, чтобы рекомендовать представленную Алашем Нугзаровичем поправку? Кто за? Следующие поправки, две, они, как я уже говорил, противоречат друг другу, поэтому я думаю, можно будет их в целом обсудить. Геннадий Вячеславович предлагает исключить норму в проекте, говорящую о том, что лицо, которое хочет стать депутатом парламента, должно достигнуть 33 лет, соответственно, останется так, как есть. И я предлагаю поправку, в которой, соответственно, до 30 лет спускается необходимый возрастной ценз. Как известно, в мировой научной практике возрастной ценз для руководителей государств и лиц, принимающих стратегические решения, включая депутатов высших законодательных органов, существенно варьируется. А обращения к историческому контексту и научным публикациям по данному вопросу позволяют внести ясность в текущие дискуссии, касающиеся деятельности нашего Народного собрания. В свете международных стандартов избирательного права минимальный срок требования к избирательному процессу базируется на основополагающих международно-правовых актах. К ним относится Всеобщая декларация прав человека
Международный пакт о гражданских и политических прав, итоговый документ Венской встречи представителей государств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению и протокол номер 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В Абхазии основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими основы избирательного ценза, являются: первая Конституция Республики Абхазия от 26.11.1994 года, Конституционный закон Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия, Конституционный закон Республики Абхазия о выборах депутата Народного собрания. Возрастной ценз, как один из ключевых критериев активного и пассивного избирательного права, в разных странах варьируется по-разному. Ученый Загайнов в своем исследовании пишет, цитирую: «Очевидно, что для участия в управлении государством или даже небольшой территории, например, муниципальным образованием, необходим определенный уровень зрелости человека, который обычно тесно увязывается с наступлением какого-либо возраста». Так, например, в Австрии активное избирательное право начинается с 18, в других же странах Бразилия, Куба, 16 лет. Пассивное избирательное право характеризуется следующими параметрами: 35 лет для президента в Австрии, Ирландии, России, 40 лет для президента ФРГ и Греции, 50 лет для президента Италии, 25 лет для сенаторов в Бельгии, депутатов парламента в Греции, Палаты представителей Ирландии, 21 год для парламентариев Ирландии и России. Это международная практика. То, что в Конституции Республики Абхазия в главе 3 статьи 38 указано: депутатом парламента Республики Абхазия может стать каждый гражданин Республики Абхазия, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. В главе 4 статьи 49 указано: президентом Республики Абхазия избирается лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия, не моложе 35, не старше 60 лет. В пояснительной записке к проекту Конституционного закона о поправке в Конституционной Республике Абхазия увеличении возрастного ценза депутатов Народного собрания сказано: поправка в Конституции связана с предложением изменения возрастного ценза для кандидатов в депутаты парламента с 25 на 33 года. Необходимость повышения избирательного ценза преследует цель наделения гражданина пассивным избирательным правом в возрасте, когда он сформировался как личность, имеет осознанные политические позиции, основывающиеся на приобретенных знаниях в жизненном опыте. Таким образом, следующими критериями являются: иметь жизненный опыт, быть сформированным как личность, осознавать политическую позицию, обладать соответствующими знаниями. Согласно действующей Конституции нашей республики, именно так и происходит. Депутатами парламента на протяжении 30 лет становятся люди, обладающие в основном всеми этими качествами. И если посмотреть мировую статистику возрастных цензов, приведенную выше, то можно сделать вывод, что 25 лет – это не та планка, где человек, идущий на высшие руководящие должности, избираемый депутатом, априори не наделен всеми необходимыми характеристиками, жизненным опытом, знаниями. Есть государства, где существует более низкая возрастная планка. Современное абхазское государство, созданное нашим народом во главе с Владиславом Ардзинбо и его соратниками, ковалось людьми в большинстве своем именно молодежью. Если посмотреть списки погибших в Отечественной войне народа Абхазии, то большая часть из них не достигла 30 лет. Командный состав отделений, взводов и рот наших славных вооруженных сил составляли командиры в возрасте 25-35 лет. Получается, если убрать эту планку из основного закона страны, то избиратель будет лишен права избирать людей из числа молодежи, а молодые люди будут лишены права быть избранными. Если разделить условно на 3 части весь возрастной период, то получим молодое, среднее и старшее поколение. Из них молодому поколению достанется меньше всего прав, если их исключить. Получается, что в самые сложные периоды нашей истории именно молодежь спасала Абхазию от всякой опасности, но в нынешних условиях они почему-то не имеют права быть представителями народа. Молодежь всегда была в истории Абхазии той движущей силой, которая появлялась, когда страна оказывалась у черты опасности, и победоносно справлялась с задачами, представленными молодежью, пользовались популярностью в народе. Тот факт, что кандидат в депутаты с 25-летнего возраста должен обладать знанием родного абхазского языка, умением владеть им в устном и письменном виде, навыком обработки государственных документов, писать, читать, говорить на нем, знанием истории Абхазии по образцу, утвержденному Министерством просвещения Республики Абхазия и конституционных основ, а также иметь опыт работы, соответствующий опыт работы. На наш взгляд, нормы возрастного ценза
пассивного избирательного права, зафиксированные в нашей Конституции от 26 ноября 1994 года, наиболее подходят нашему обществу и должны оставаться неизменными. В любом случае, будет ли 25-летний кандидат в депутаты, обладающий всеми необходимыми знаниями, опытом работы, политической зрелостью или не обладающий ими, представляющий молодое поколение наравне со средним и старшим звеном общества, избран, это решать народу. Спасибо за внимание. Всегда все были в молодом возрасте. Разум должен идти впереди, чем эмоции. Вот что нам нужно, самое главное, что добиться, чтобы разум был впереди эмоций. В молодом возрасте эмоции впереди, разум всегда как бы отстает в этом вопросе. Это не за то, что это порок его, это просто возраст человека так формируется, да, человек, это так, это реальные вещи. Потому, да, вот то, что говорите в советское время, да, в советское время на самом деле сама система хорошо работала. Там, чтобы люди не бездельничали, того, как чего-то достигли. Было Октябрята, потом Пионерия была, потом Комсомол был, потом и все остальное. А здесь у нас сейчас в этом плане идеология хромает, у нас вот этот промежуток выпадает, и пока, к сожалению, этот вакуум нечем заполнить. И это не против кого-то или там за кого-то. Мы это 2-3 года уже обсуждаем. Принимать изменения какие-либо. Вот мы ценз образовательный приняли в начале нашего созыва. Незадолго относительно до выборов всегда проблематично. Это начинает упираться в личностные вопросы, неличностные, все друг друга начинают подозревать. Если бы мы это сделали в 22-23 году, да, и обсуждали, я думаю, что гораздо проще нам удалось бы обсуждать эти вопросы. Что касается практики, она разная существует. Вообще мировая практика связана с тем, что там есть цензы 18, 21, 25 лет. Выше цензов, не во многих странах есть, и есть не в самых развитых. Хотя, да, много примеров можно приводить и других. Но вот процесс осложняется близостью выборов. Понимаете, там есть аргументация, связанная с тем, что действующие депутаты хотят там подогнать существующие нормы под себя. Такую тоже аргументацию приводят. Но это все обсуждаемые вопросы там, в связке с стажем работы и так далее. Здесь некоторые вещи логичными представляются, некоторые не совсем. По статистике существующий парламент Абхазии проходят от 1 до 2 человек, которым там ниже 30 лет. По факту. Другой вопрос, сколько участвует в предвыборной кампании. Как-то так. Поэтому, конечно, сложно будет происходить процесс обсуждения. Вот если посмотреть, допустим, вообще критерии выборов, да, как выбирали депутатов, всегда мы говорим золотой созыв парламента, да. И тогда, наверное, люди более ответственно подходили. Сейчас я не хочу винить кого-то в этом, но тогда люди по-другому подходили, ответственно подходили к выбору, потому что так или иначе стояла угроза войны и угроза того, что мы могли потерять свое государство. Да, и в то время, конечно, выбирали люди, исходя из всех этих критериев, тех людей, которые смогли бы полноценно на всех уровнях, на всех площадках защищать интересы абхазского народа. К сожалению, после иного времени эти критерии немного поменялись. Давайте честно говорить, мы чуть по-другому начали к этим вопросам подходить. Да, мы выиграли войну, и как будто бы у нас все стало хорошо, и эту угрозу мы уже не чувствуем, и чуть уже по другим критериям выбираем, да, депутатов. Конечно, я один из тех, кто подписал, значит, хотя до сих пор у меня не то, что какие-то сомнения, я, с одной стороны, всегда считаю, что народ самый главный, цензор, но я по себе хочу сказать, я не хочу говорить, вот здесь было сказано, во время войны кому-то и 16, кто герой Абхазии, кому-то и 17, кому-то было, разные возраста, это сейчас, да, где-то оружие в руки взяли, потому что война была, нужно родину было защищать, это, не значит, что он смог бы на уровне государства, вот я согласен с Беславом Веровичем, от того, что войну взяли также полноценно не смогли бы интерес оставить государства на уровне парламента. И давайте скажем так, что кто принимал решения, да, на то время, это были люди никому 25 лет, правильно?
Верховный Совет Абхазии, не 25-летние ребята принимали решения, и последний, кто командиры был, это были взрослые люди, опытные, которые, значит, принимали решения. Как бы у нас что получилось в Абхазии? Почему этот вопрос? Потому что у нас, к сожалению, из-за войны связь поколений прервана. Ну, посмотрите, что у нас происходит. 70-летних политиков меняют на 30-летних. Ну, вот так происходит, к сожалению. Мы во время войны целое поколение потеряли, и эту связь, она разорвалась. Понимаете? И, к сожалению, получилось так, что не подготовили мы поколение, которое сегодня должно управлять Абхазией, его нету. И поэтому сегодня переход даже, вот я могу сказать, да, я сам, честно говоря, когда в парламент попал, я переживал, насколько я смогу, сейчас не то, что там, вот я поделюсь своими переживаниями, я думал, как я смогу представить интересы граждан сам, и могу вспомнить, вот я 25-летний сегодня, да, я вот совсем по-другому на вопрос смотрю, и все равно это имеет большое значение. Я хочу сказать о том, что здесь говорят, вот Давуд правильно сказал, что Государственная Дума чуть другое устройство там, когда говорят 21 год и так далее, там, во-первых, есть верхняя палата, которую может любой закон отменить, который принят Государственной Думой, Федеральное собрание. Также хочу сказать, когда приводят примеры европейских стран, там чуть другая система. У нас система мажоритарная. Понимаете, когда система партийная принимается большинством, тоже кому 21 год, он принимает общее решение, которое значит его та или иная фракция, которая, значит, решение приняла, он его поддерживает. Здесь каждый человек, он личность, избран народом, у него свой голос. При такой системе он сам, человек, решение принимает. Сравнивать, мне кажется, не очень, на мой взгляд, может, я не прав, не знаю. Есть простая арифметика, где человек, заканчивая школу, он, если военнообязанный, Конституция гласит о том, что каждый гражданин, он должен отслужить армию. Вот. Пока такой нормы нет, вы не так давно приняли одно из требований, это высшее образование, за что мы вам благодарны. Вот. Но это уже 5 лет после окончания школы. Если вы придете к тому, что посчитаете нужным и службу в армии тоже обязательной нормой, то это уже плюс к тому, что вы здесь считали там, минимум 27-28 лет и выше. Вот. Со стажем, я считаю, что 5-летний стаж это должен быть минимальный стаж для того, чтобы у человека был опыт. Вот. А там уже вам решать, вы субъекты законодательной инициативы. Самое главное, чтобы не только это было отражено в конституционном законе, а и в Конституции страны, потому что чтобы не было противоречий. Сейчас это видно. Да, в Конституции и в конституционный закон одновременно. Дело в том, что мы, когда говорим о статье 38 и ограничениях в отношении пассивного права депутата, то данные ограничения разнятся с конституционным законом о выборах депутатов. То есть у нас ограничений в конституционном законе гораздо больше, чем в самой Конституции. По моему мнению, все-таки эти ограничения должны соответствовать, и которые есть и в Конституции, должны быть и в Конституционном законе. Они не могут между собой отличаться. Это ваша позиция, у меня, например, иная. Это моя позиция. Значит, это первый момент. И второй момент, это касается в том числе и в отношении кандидатов в президенты, в том числе. У нас есть ценз языковой, возрастной, но у нас нет вопроса по цензу оседлости, который отражен в законе. Он у нас отражен в законе, но нет в Конституции страны. Это второй момент. И когда Лашан Угзарович говорил по поводу внесения изменений в избирательное законодательство перед выборами, хотелось бы отдельно отметить, мы несколько раз и прошлые составы Центральной избирательной комиссии обращались в парламент с просьбой внести изменения в законодательство и установить запрет хотя бы за полгода до выборов, чтобы нельзя было менять избирательное законодательство. Обращал внимание по первой поправке, которая сегодня оформлена как инициатива Лашина Угзаровича, что предложение наше, чтобы не в той редакции, которую предложили изначально, чтобы 45 возрастной ценз для избрания президента и верхний возрастной ценз, чтобы снять. На сессии как вариант предлагали, чтобы добавить по плюс 5 лет. И сегодня то, что и рассмотрели сегодня на комитете, оформлена инициатива спикера, здесь мы поддержим такую поправку.
Что касается возрастного ценза кандидатов в депутаты, то уже к этому вопросу неоднократно возвращались в парламент еще и в предыдущем созыве, в том числе, когда рассматривали, как Лаша Нугзарович отметил, что, конечно, такие вещи лучше делать заблаговременно до выборов. Я напомню, что в 2016 году, когда пятый созыв заканчивал свои полномочия, рассматривался проект закона о поправке Конституции о численном составе парламента, когда рассматривался вопрос о переходе к смешанной избирательной системе. В том числе и в пятом созыве поднимался вопрос об увеличении с 25 до 30 лет. Но тогда аргументы, скажем, противников увеличения этого срока были такие, апеллировали к депутатам, что вы хотите своих будущих молодых оппонентов, которые, возможно, в вашем округе будут баллотироваться, вы хотите тем самым исключить. Ну, в итоге не сам законопроект о количественном составе, о новом количественном составе парламента не нашел поддержки в депутатском корпусе, и возрастной ценз также не пересмотрели. Конечно, тенденция, если взять мировую, либо если парламент однопалатный, если он двухпалатный, то нижняя палата, то выше 25 лет нет. И то, что вы, Давуд Витальевич, приводили там верхнюю палату 30 лет, да, это верхняя палата, она всегда консервативна, там более высокие цензы, более высокие, но если мы тоже возьмем Госдуму, 30 лет Совет Федерации, там 21 год, в среднем будет 25,5. То есть этими аргументами можно там любая сторона, любую позицию можно аргументировать. Послушай, я скажу, я также вас не перебивал, наша позиция, что вот эти предложения, которые основываются, чтобы увеличить возрастной ценз, они исходят из того, чтобы дополнительные цензы, образовательный ценз, ценз стажа, но наше предложение, то есть официальная позиция, которую президент по этой поправке, чтобы не увеличивать до 30 лет. Не увеличивать до 30 лет. Не скажу ничего нового в плане того, что, уважаемые друзья, мы в первую очередь строим абхазское государство. И отсылы к мировому опыту других стран, да, естественно, мы должны брать все самое лучшее и позитивное, то, что есть у других государств. Но и тем не менее, почему я сакцентировал внимание на уникальности ситуации нашего абхазского государства, в том, что у нас на сегодняшний день до сих пор нет мирного договора с нашим соседом. Мы прошли и проходим, точку здесь пока мы не поставили, проходим этот тяжелейший путь. Почему логика? Почему у нас в законодательстве есть определенные вещи, ну, скажем так, ограничивающие те или иные моменты, там, допустим, служба в армии и так далее, и так далее, и так далее. Опыт, это же, в принципе, логика этого значит, мышления заключается в том, чтобы во власти, законодательной власти, максимально были люди, которые имеют определенный жизненный, профессиональный опыт. Приводить примеры некорректно, на мой взгляд, те, кто воевал, не воевал. Здесь кто-то справедливо абсолютно заметил, что я участник войны, я был тогда достаточно молодым человеком, но командовали нами люди взрослые, люди с опытом, прошедшие, как правило, армию, училище и так далее и тому подобное. Хотя бы Афган и так далее. То есть это были люди с опытом. Здесь можно, конечно, искать подоплеку, там молодежи кто-то, ну, дорогу не дает, там конкуренция возможно, не конкуренция. Но, ребята,
на мой взгляд, исходить надо не из этих соображений, а исходить надо из прямых соображений о том, что ждет от нас народ, что ждут от вас, депутатов, люди. Это качество жизни, условия жизни, законы продуманные. Здесь как бы ошибки должны быть минимальными, потому что в признанных странах те или иные ошибки, они им прощаются. Они члены международного сообщества, они входят в те или иные клубы, объединения, военные в том числе. Они прикрыты, к чему говорю. У них за спиной хорошее прикрытие. И поэтому их ошибки, ну скажем так, не жизненно опасны для них. Наши же ошибки, каждая наша ошибка, каждое наше отставание по времени, по ситуации, для нас это очень опасно. Поэтому, что касается в целом вопроса ценза, я считаю, что человек, который хочет попасть, скажем условно, хочет попасть в парламент, он должен обладать очень большим, хорошим жизненным опытом. Это ответственность прежде всего. Исходя из этого, я поддерживал бы мнение, что в парламенте все-таки по возрасту, 30 лет, наверное, это такой оптимальный минимум, который можно как бы принять. 10 лет назад, как раз в 2016 году, если я не ошибаюсь, вопрос увеличения возраста минимального поднимался. Тогда, 10 лет назад, я считал, что 25 лет возраст достаточен. Сегодня, спустя 10 лет, я с этим мнением уже не согласен. Я считаю, что действительно депутат парламента, это не говорит о зрелости, там человек может и в 50 лет незрелым быть, да, и от того, что у него там 1, 2, 3 диплом, от этого он умнее не станет и так далее и тому подобное. Здесь вопрос в том, что это в личности не надо упираться, переходить в личности, системно надо подойти к этому вопросу, либо оставляем 25, либо 30. Но мое личное мнение, что все-таки с возрастом человек, обрастает какими-то мыслями, жизненным опытом и так далее и тому подобное. Поэтому 30 лет, по моему мнению, это допустимый срок. Помимо всего прочего, Дмитрий Зурабович тоже говорил, что если все цензы, которые мы прибавляем в процессе образования, тогда они к тому и приводят. Это такое у меня мнение. Итак, первая у нас поправка поступила от Геннадия Вячеславовича Сула. Соответственно, первое голосование будет по его поправке. Напоминаю, что Геннадий Вячеславович предложил исключить эту норму, которая повышает возрастной ценз до 33 лет. Он предлагает исключить. Если поддерживаете, голосуйте за. Нет, соответственно, нет. Итак, кто за данную поправку? Кто против? 7? Кто воздержался? Так, понятно. Соответственно, поправка не получила необходимого количества голосов. Вторая поправка, в соответствии с которой возрастной ценз поднимается с 25 до 30 лет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Поправка прошла. Так, соответственно, теперь у нас остается голосование по всему проекту в целом. Кто поддерживает поправку, в соответствии которой до 30 лет поднимается возрастной ценз? Кто за? Это твой проект, да? 8. Поправка прошла. Следующим проектом, проект 1486. Это получается проект у нас в соавторстве несколько наших коллег. Я назову Маршания, Гызбакварча, Штуни, Халваш, Гогия. Предлагаю, Иван Валерьевич, вам тогда рассказать. Да, давайте я. 6-м созывом парламента был принят закон, закон о выборах в парламент, где непосредственно говорилось о том, что обязательно знание абхазского языка. Как это будет выглядеть, кто это будет формировать, то есть вот этой ситуации там не было обозначено. То есть сам закон был принят, а механизм,
который регулировал бы работу этого закона, не было, значит, определения там в этом законе не было. Ну, когда мы к этому вопросу начали возвращаться, в процессе мы столкнулись с теми ситуациями известными, которые произошли в Абхазии, связанные с выборами в местные органы самоуправления, когда налицо было нарушение закона о выборах, и вообще непосторонние люди, не имеющие, значит, отношения к Республике Абхазия, не граждане Абхазии, своими действиями, значит, нанесли, я считаю, что большой урон, не побоюсь этому высказыванию, даже в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Как это произошло, как случилось, не хочу сейчас в подробности вдаваться. И в процессе, значит, работы над этим законом мы эту ситуацию тоже постарались, значит, отразить в этом, значит, в этих изменениях. Плюс в процессе, естественно, обсуждения Дмитрий, значит, Маршаня тоже внес значит, свое видение ко многим здесь, значит, статьям. И в процессе сегодня мы имеем тот документ, который мы сегодня будем обсуждать. В первом пункте, так, депутата парламента может быть избран гражданин, достигший на день выборов 25-летнего возраста. Я хочу разъяснить, что 25 лет это потому, что действующее законодательство пока такое, имеющее высшее образование, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее 5 последних перед днем выборов лет. То есть новеллой здесь является ценз оседлости, то есть постоянное проживание на территории Республики Абхазия не менее 5 лет. Проект конституционного закона предусматривает о том, чтобы установить ценз оседлости, в том числе и для кандидатов в депутаты Народного собрания. Этот вопрос не новый. Я хотел бы коллег проинформировать, что еще рабочая группа, которую возглавлял Сергей Васильевич Багарш, и когда подготовила большой проект поправок Конституции Республики Абхазия, то есть рабочая группа под председательством Сергея Васильевича работала с ноября 2005 по декабрь 2008 года. И тот проект закона, который в декабре 2008 года был представлен в парламент, то есть, можно сказать, почти 18 лет тому назад, уже тогда было понимание актуальности установления ценза оседлости. И если поднимете материалы в архивах парламента, вот я сегодня взял тоже исходящий у нас, такая норма в том числе предлагалась и даже в Конституцию, чтобы установить ценз оседлости. Поэтому предложенную группой депутатов поправку о том, чтобы установить для кандидатов в депутаты ценз оседлости, мы поддерживаем, но исходя из практики, которая у нас имеется при проведении выборов президента, и очень часто, то есть на сегодняшний день у нас, как вы знаете, ценз оседлости только для кандидатов в президенты, и вот уже при реализации этой нормы часто возникали вопросы, а как фиксировать, даже как понимать, что такое постоянное проживание. Если исходить из нормы Гражданского кодекса и той же 10 статьи закона о выборах депутатов, под постоянным проживанием является место прописки. Для практической реализации этой нормы, если мы установим ценз оседлости, человек будет просто прописан на территории Абхазии, а десятилетия не будет здесь находиться, этот ценз будет, можно такую аллегорию проведу, как веревка из песка, никакой функции этот ценз не сможет выполнить. Поэтому для того, чтобы не было разночтений, на какой акт потом ссылаться, на статью 10, которая посвящена спискам избирателей, на Гражданский кодекс, где, чтобы не было там, двойного, тройного понимания этой нормы, есть предложение в эту же часть вторую, где предлагается в новой редакции прописать, что для цели настоящей статьи
гражданин Республики Абхазия считается постоянно проживающим на территории Республики Абхазия при условии, что он не выезжал за пределы Республики Абхазия на срок более чем 3 месяца в течение 1 года. Принято в законе о выборах президента, то есть 5-летний ценз оседлости, он уже применяется по отношению к кандидатам в президенты. Поэтому я думаю, что это разумная будет поправка, если вы ее примете. И единственный вопрос, который здесь Дмитрий Михайлович подчеркнул, каким образом установить, проживает он постоянно или нет, не более 3 месяцев в год. Вы прекрасно знаете, как пограничная служба у нас это все фиксирует. Вот. Если с этим все будет в порядке, тогда нам будет легче проверить, выезжал он или нет. Но я думаю, что это технические вопросы, их тоже надо будет потом отрегулировать. Да, я все же считаю, Дмитрий Михайлович говорил здесь дополнить не более 3 месяцев, но я с этим, честно говоря, не согласен. Мне кажется, даже если человек находится 3 месяца в Абхазии, он более-менее вовлечен в ту ситуацию, которая здесь происходит. В конце концов, кто-то может уехать на учебу, я не знаю, в аспирантуру, в докторантуру и какое-то время находиться в Российской Федерации. Можно ли считать, что он не задействован в нашей общественной жизни? Можно ли считать, что ему не нужно давать возможность участвовать в выборах? То есть я в этом плане, честно говоря, не соглашусь. И, скорее всего, я-то поддержу проект сегодня, в любом случае, и на сессии поддержу, но ко 2-му чтению, наверное, я все же буду готовить поправку, чтобы эту норму изъять или как-то по-другому, чтобы мы ее сформулировали. Вот 2-я статья была основной, так скажем, триггером для вообще поднятия вот этого всего вопроса. Значит, часть 3 статьи 5 дополнит абзацем следующего содержания. То есть это о том, о чем я говорил ранее, 6-м созывом, наши коллеги, которые здесь в 6-м созыве были, они не дадут соврать, при них было это принято, но, то есть опять-таки, возвращаясь к этой теме, не было прописано механизма осуществления то есть работы самого закона. О чем здесь говорится? Результат положительного тестирования кандидатов в депутаты Республики Абхазия на предмет определения владения государственным абхазским и русским языком установлено в лингвистической комиссии, образован, вот здесь важное дополнение ко всему этому, образована Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия. То есть мы наделяем такими правами Центральную избирательную комиссию, чтобы она создала эту лингвистическую комиссию. Какая форма будет, упрощенная или усложненная, или какая-то пропорциональная, я не знаю, это будут они определять. То есть мы просто наделяем их этой функцией, значит, они будут этим заниматься. Так, 3-м вопросом у нас идет уже 3-й пункт, вернее, дополнить следующего содержания. Превышение кандидатом в депутаты при финансировании своей избирательной кампании более чем на 3% установленного настоящим законом предельного размера расходования средств избирательного фонда. Там сразу скажу, что там дальше указано, что 30 тысяч минимальных месячных размеров оплаты труда. То есть это получается у нас 1 800 000 устанавливается. Да? Потому что до выборов 2017 года и выборы президентские, и выборы в парламент всегда присутствовал порог средств расходования на избирательную кампанию. После того, когда были внесены изменения в закон и верхний порог предельных средств, которые можно тратить на избирательную кампанию, убрали, следовательно, из этой статьи 5/1 как основание для аннулирования регистрации, потому что не было верхнего порога, и поэтому априори не могло быть нарушения превышения порога. Сейчас, коль возвращается верхний порог средств, которые можно израсходовать на избирательную кампанию, в эту статью 5/1, которая содержит основания и порядок отмены аннулирования регистрации кандидатов, эта норма должна вернуться. Уже она связана с тем, что предлагается вернуть верхний порог. Понятно. Но меня смущает 3%. 3% это получается 50 тысяч, по-моему. Коллеги, идем дальше, пункт 4. Тимур Абисалович, со дня назначения выборов в парламент Республики Абхазия до подведения итогов Центральной избирательной комиссии запрещается изменение постоянного места жительства прописки гражданам Республики Абхазия, достигшим 18-летнего возраста.
Так, ну, Прокомментируйте. логика понятна, конечно, да, но разные, наверное, в жизни ситуации будут. Чтобы навести порядок и в списке избирателей, и учитывая, что у нас бывает между, да, в первом чтении, между там, кандидатом, занявшим первое место и второе, небольшой бывает разрыв, и вот эта перепрописка избирателей из округа в округ может оказать существенное влияние на итоги выборов. И с тем, чтобы этого не было, с момента подписания акта президента о назначении даты выборов до подведения итогов, чтобы не было перепрописки. Так, часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции. В течение 30 дней до дня выборов запрещается публикование результатов вопросов общественного мнения, связанных с предстоящими выборами. Так, то есть 10 на 30. Да, ничего. Я думаю, здесь тогда обсуждать особо нечего. Да. Хорошо, идем далее. Можно следующий статью? Да, конечно, конечно. Как человек непосредственно. Давайте, Иван Валерьевич. Вот самое главное, что мы добавили, я думаю, здесь никто не будет спорить. Участие в выборах депутатов парламента иностранными гражданами, лиц без гражданства, иностранных организаций, международных организаций и международных общественных движений, осуществление иностранными гражданами, лиц без гражданства, иностранными организациями, международными общественными движениями, деятельность, способствующая либо препятствующая подготовке и проведению выборов депутатов парламента, выдвижению, агитации, регистрации кандидата, избранию кандидата в депутата парламента, а также участие в избирательной кампании и иных формах не допускается. Со дня назначения выборов в парламент иностранным гражданам, лиц без гражданства, иностранными организациями, международными организациями и международными общественными движениями запрещается проведение на территории Республики Абхазия опросов общественного мнения и социологических исследований, связанных с предстоящими выборами. Вот такая норма была впервые представлена для того, чтобы мы не столкнулись с той ситуацией, которая не только то, что мы все... Иван Валерьевич, вот тут один вопрос у меня. Да. Наблюдатели. Что делать с наблюдателями? Они не подпадают под эту статью? Нет, они именно наблюдатели, а все остальное здесь действия прописаны. Нет, тут еще написано, как тут написано, участие в иных формах не допускается в избирательной кампании. Это избиратели. Ну, наблюдатели, они приезжают отслеживать. Не будет этой проблемы у нас? Но мы должны, да, это очень важно. Во многих странах участие иностранных граждан в разных формах, в иных формах, оно запрещается. В той же Российской Федерации, с которой у нас союзнические взаимоотношения, у них запрет стоит, 11 статья, говорит о том, что практически такая же формулировка, вот, без никаких изъянов. Вот, и поэтому, учитывая, что в прошлом году были местные выборы, которые не в полномочиях ЦИК проводить, это отдельные избирательные комиссии, которые к ЦИКу отношения не имеют. Но завтра и послезавтра нам предстоят провести парламентские выборы. Вот. Мы проводим парламентские, как вы знаете, президентские референдумы. Вот. Мы не хотим с этим сталкиваться, чтобы потом были проблемы. Я думаю, здесь все самодостаточные депутаты и в будущем кандидаты в депутаты, которые своими силами смогут до объявления дня голосования проконсультироваться, узнать мировую практику у тех же иностранных специалистов. Но с момента назначения выборов до проведения выборов, чтобы вы и мы все вместе провели здесь в той обстановке, которая мы будем знать, кто эти люди, а для этого нам достаточно того, чтобы быть гражданином страны. Мы здесь все друг друга знаем, а если не знаем, то можно будет это установить. Вот. Поэтому данное предложение, я еще раз подчеркиваю, что это практика мировая, и мы ее поддерживаем. Единственное, что здесь параллельно вносится поправка в Уголовный кодекс в случае нарушения. Вот если вы дадите возможность, это просто оно взаимосвязано, что потом там, да? Вот здесь вот участие в выборах депутатов парламента иностранных граждан. И вот здесь дальше уже указывается, какая мера. Я бы здесь поправку, с вашего позволения, озвучил бы, что не только участие в выборах депутатов парламента, вообще в выборах всех уровней и референдумов в том числе.
для того, чтобы на всех уровнях не имели права участвовать. Действительно, участие наблюдателей и международных наблюдателей. Статья 24, предыдущая перед ней, которая идет, регулирует как раз таки сферу деятельности и наблюдателей, и международных наблюдателей. Более того, возможность участия в качестве и наблюдателей, и международных – это сфера контроля Центральной избирательной комиссии. Мы выдаем разрешение на право участия в качестве международных наблюдателей и наблюдателей в том числе. То есть это все происходит по заявкам ответственных органов, которые приглашающие стороны, и попадают через МИД и в центральный избирательный. Нет, это никакого противоречия. Участие в выборах. Да. По сути, проект обсужден. Я от себя скажу, что неминуемо, ко второму чтению здесь поправки необходимы, на мой взгляд. Предлагаю тогда принять, проголосовать. Девочки, почитайте. Если помните, мы, когда вопрос обсуждали с силовиками, и здесь обоснованно были претензии к их работе, они фактически сказали, что у них нет на тот момент якобы юридических оснований наказывать этих людей. Хотя много можно с ними спорить, что у них есть такая возможность, но мы не стали это делать, мы просто взяли уточняющие моменты. И вот статья 137 прим. 1, в Уголовном кодексе Республики Абхазия, вот такое изменение. Участие в выборах депутата парламента иностранных граждан и лиц без гражданства. Осуществление иностранными гражданами, лицами без гражданства деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке к проведению выборов депутата парламента, выдвижению агитации, регистрации кандидата, избранию, вот здесь нет агитации, есть, да, агитации, да, избранию кандидатов депутатами парламента, а также участие в избирательной кампании в иных формах. Дальше, само наказание. Наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы до 3 лет. Вот такое изменение, в Уголовный кодекс мы предусматриваем. Для чего именно сумма была предложена? Потому что если фактически для того, чтобы запустить правовой механизм и для того, чтобы могли работать статьи Уголовного кодекса. Потому что если не будет определен верхний порог, а в соответствии с статьями Уголовного кодекса деяние считается уголовно наказуемым, если оно, или сумма средств, которая была потрачена незаконно, либо привлекли кого-то, составляет в процентном отношении от избирательного фонда. А когда не будет верхнего порога, не будет соответствующего процентного соотношения, невозможно будет, и что бы ни делали, какие бы запреты не прописали бы в предыдущих статьях, они будут нарушаться, но механизм уголовного правового реагирования не будет запущен без этой статьи, без этой поправки. Также будем предлагать, что касается предвыборной агитации, где запреты. Сегодня есть формулировка о том, что органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе участвовать в агитации. Общая формулировка – органы. Про должностных лиц не сказано. Про должностных лиц, которые уходят в отпуск, не сказано. Поэтому будем предлагать дополнить, что должностные лица, которые даже оформляют там себе отпуск трудовой за свой счет, чтобы в агитации не участвовали.